Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Saygılı cemaat, bu ikinci namaz, cin kalında ikinci bayram namazımız. Ama elhamdülillah hayatımız devam etti. Bayram namazın derslerinden birisi teslim olmaktır. Один из наивеличайших уроков Курбан Байрама – это покорность, смиренность. И если мы проследим, егер біз такip etsek, Kur'an-ı Kerim'ni ve hadislerini, Kur'an, благородные хадисы, историю пророков, peygamberlerin tarihleri, biz көрерміз bu dersini. Хусусен Курбанмен bağlı. В особливості те, що стосується історії Курбана. І так, якщо взяти Нуха алейхиссалам. Nuh aleyhisselam hikayesini misaline örnek olarak alalım. Nuh aleyhisselam Allah subhanahu teala ona emir etti. Bütün dünya, bütün insanlık helak olacak. Все люди будут потоплены. Это предрешено. Кроме его семьи. Аллах ему обещал, что его семья будет спасена. Сын-то из его семьи. Это величайшее испытание. Сын из его семьи. Однако все мы знаем, сын оказался не из числа праведников. Babasının yolundan ketmedi. Теперь Нух алейхиссалам, как это упоминается в Коране, он делает дуа. Он делает дуа за своего сына. И что он говорит? ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. Він зробив дуа, він звернувся до Господа свого, сказав: Господи, мій син із моєї родини, обіцянка твоя правдива, і ти наймудріший суддя, сказав я. Але ж Аллах йому відповів: О Нуху, твій син не з твоєї родини, такий вчинок не є праведним, тож не проси в мене того, що не маєш знання. Це величайше испытание. Все будут погублены. Сын, родной сын. Я закликаю тебе, далі Аллах говорить Нуху, я закликаю тебе не бути одним із невігласів. Той сказав, тобто Нух сказав: Ey Rabbim, мен senden hakkında bilgim olmayan şeyini istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamazsan ve merhamet etmez isen, мен зиянға uğrayanlardan olurum. Він відповів: Господи, я шукаю в тебе захисту і не буду просити про те, про що не маю знання. Якщо ти не простиш мене і не змилуєшся наді мною, то я буду одним із тих, які втратять усе. Тобто, він повністю істаслама лілlah, інқада лілlah, істислам лілlah, інқіят лілlah. Це шлях успіху, це шлях перемоги, це шлях всього позитивного. А якщо людина не може цього зробити, це в відносинах між Господом та тобою. Якщо людина не може цього зробити, він завжди буде що? Тіряти. Він завжди буде не по шляху успіху. Он всегда будет терять, он всегда будет страдать, он всегда будет в несчастье. Nasıl istislam etmek, nasıl Rabbimizge teslim olmak, işte bu dersin hakkında bugün laf etmeye istedim. І це можливо тільки فعل المأمور, الاستسلام لله بفعل المأمور. Allah'a teslim olmak
onun emirlerini yerine getirip birinci принцип, перший принцип. Виконувати все те, що Аллах повелел. Выполнять все, что Он повелел. Другий принцип. Теркуль махдур. Аллах Субхану Тааля ясақлаған şeylerden терк етмеге. Залишати все, що Аллах Субхану Тааля, не робити того, що Аллах Субхану Тааля заборонив. وَالصَّبْرِ عَلَى الْمَقْدُورِ. Üçüncü prinsip, sabır etmek. Allah'ın takdirine sabır etmek. Sabır etmek, elhamdülillah deyip devam etmek yoluna. Devam. Проявляти терпіння. Тому що Аллах Субхану Тааля предначертав, преднаписав. Вот три основных принципа, посредством которых человек достигает этого уровня. Конечно же, он должен быть искренним. В первую очередь, он должен быть искренним со Всевышним. «Я айюхаллазина аману аттакуллаха куну ма'ас садикин». Аллах Субхану Тааля говорит: о, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте правдивыми. Будьте правдивыми. Искренность должна быть, конечно же, в первую очередь. И когда Нух, алейхиссалям, покорился Аллаху Субхану Тааля, что случилось? Обратите внимание, что случилось? Аллах Субхану Тааля спас Нуха, который призывал свой народ чуть ли не 1000 лет. Он спас его, погубил все человечество и превознес имя Нуха, алейхиссалям. Все мы, в первую очередь, потомки Адама, а потом потомки Нуха, алейхиссалям. От него дальше продолжилось человечество, потому что все были погублены, все были потоплены. То есть покорность Всевышнему что дает человеку? Она дает человеку, помимо победы, дает ему некую славу. Ну, славу не той, которую он хочет, а славу от Господа. Его имя до сих пор поминается. Все человечество от него пошло. İkinci örnek, ikinci misal İbrahim aleyhisselam. İbrahim aleyhisselam hakkında ne bilemiz? Allah subhanahu teala ona emir etti. İz kâle lehu rabbuhu aslim. O İbrahim, покорись. Кâle aslemtu li rabbil âlemin. Он сказал: я покорился, Господи. İbrahim aleyhisselam hususiyeti öyleydi. Allah'ın emrini an degende yerine getireydi. Onun için bakınız, Allah Subhanahu Teala onu da bu imtihandan geçiriyor. Allah Subhanahu Teala його теж випробує через сина, рідного сина. І ця історія Курбана пов'язана з ним. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّ إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Коли вони обидва підкорилися, і він поклав його на бік Ісмаїля, свого сина, тому що він во сні увидел, а сон пророків – це откровення. Ми звернулися до нього: о Ібрагіме, ти вже підтвердив сон. Воістину так ми винагороджуємо праведників. Воістину це справжнє випробування. Ми викупили його великою жертвою, а наступним поколінням ми залишили добру згадку про нього, про Ібрагіма. Аллах Субхану Тааля, увидев искренность Ибрагима, увидев покорность Ибрагима, алейхиссалям, он сказал: остановись, о Ибрагим. Это было всего лишь испытание. Вот, Курбан, зарежь его. И потом, что было с Ибрагимом? Точно так же, как и Нуха, алейхиссалям. Его имя до сих пор поминается. Салату ибрагимия, мы, мусульмане, 5 раз в день минимум, когда совершаем намаз ухуркен, тешахудте, ухуймус. Аллахумма салли аля Ибрагим, ва аля али Ибрагим, ва барик аля Ибрагим.
От Ибрагима пошли в дальнейшем пророки другие. Исмаиль, Исхак, Якуб, Юсуф, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот він цей шлях. Шлях істислам лілля, інқіят лілля, покірності Аллаху субхану ва тааля. Насправді цих прикладів дуже багато. І всі ці приклади, вони красною, червоною ниткою проходять. Через цей принцип. Матір Муси, мать Муси, алейхіссалям, один в один, те ж саме, пройшла через цей іспит. Ми відкрили матері Муси. Я зараз цитую Коран. Годуй його своїм молоком, а коли боятимешся за нього, то кинь його в ріку. Кинь його в ріку. Кинь его в реку. Кто? Какая женщина бросит своего грудного ребенка в реку? А было повеление казнить всех младенцев. Фараон приказал казнить всех младенцев, потому что он во сне увидел, что его младенец свергнет с трона. То есть ему конец, его власти конец. Поэтому он велел казнить всех младенцев. И Аллах Субхану ва Тааля внушает матери Мусы: кинь его в реку. Что ей надо было сделать? Ей надо было успокоиться, принять это, покориться этому. Это было дано ей. Она почувствовала это, приняла это и покорилась этому. И что же произошло? Аллах Субхану ва Тааля говорит: не бійся, та не сумуй, ми повернемо його тобі і зробимо одним із посланців. І так і стало. Родина Фірауна підібрала його, щоб він став для них ворогом і печаллю. Воістину, Фіраун, Гаман та їхнє військо було грішниками. Дружина Фірауна сказала: насолода моїх і твоїх очей, не вбивайте його, можливо, він принесе нам користь, або ми візьмемо його за сина. Вони ні про що не здогадувалися. Серце матері Муси спроможніло. То есть Аллах Субхану ва Тааля так сделал, что он попал в семью фараона. И сам фараон его, по сути, взрастил и вырастил. Вот оно, вот он путь. И в итоге Муса, алейхиссалям, став пророком, Муса, алейхиссалям, пейгамбер олуп, Бәну Исраиль өз халқына чықара, куртура вейл ахири. Ve son olarak son örnek Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bağlı. Uhud savaşı. Uhud cengi. Ухуд cenginden Müslümanlar kaybettiler. То есть в битве при Ухуде мусульмане потерпели поражение. Первое столкновение. Они вынуждены были отойти, скрыться. Более того, пророк саллаллаху алейхи ва саллям даже был поранен. То есть выбит, даже у него был, по-моему, зуб, если я не ошибаюсь. Погибли сподвижники, величайшие сподвижники. Вы все знаете эту историю. Что дальше происходит? Абу Суфьян отходит, потому что мусульмане поднялись на гору, скрылись. Но потом, когда они уже отошли, они подумали: почему же нам их не добить, не искоренить? Абу Суфьян тогда еще не был мусульманином. Ислам кабул этмеди, да, Абу Суфьян. Вот тогда они решаются пойти еще раз. До пророка саллаллаху алейхи ва саллям эта весть доходит. И он велит и говорит тем сподвижникам, которые были ранены, которые пострадали, он говорит, это проходит в хадисе: «Ла яхруджанна ма'ана илля ман хадара яумана бил амс». Бізден түневинки савашында ким олса еді, о келсін, ғайрысы келмесін. Пусть будет с нами, пусть выходит с нами в путь, имеется в этот поход, только тот, кто был вчера с нами. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه حتى بلغوا حمراء الأسد موضع على 8 أميال من المدينة. И они вышли навстречу Абу Суфьяну на расстоянии 8 миль от Медины. وكان بأصحابه القرح. Они все были пораненные, раненые были, побитые были.
Но тем не менее, истасляму ли амри расулилля. Истасляму, инкаду ли амри расулилля. Они покорились повелению посланника Аллаха. И что случилось? Аль-Карру'абуллах. Аллах Субхану внушил страх в душу Абу Суфьяна и его преемников. Они испугались. И повернули, сбежали. Таким образом мусульмане одержали победу. И после этого был ниспослан аят. Аллазина стаджабу лилlah вар расуль мин ба'ди ма асабахум аль-карх. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. Які відповіли Аллаху та посланцю після того, як було поранено їх. На тих серед них, які творили добро та були богобоязливими, чекає велика винагорода. Сказали їм, воістину люди зібралися проти вас. Так бійтесь же їх, але це лише додало їм віри, тому вони відповіли, достатньо нам Аллах, прекрасний же Він опікун. Тож вони повернулись з милостю від Аллаха та ласкою Його. Зло не торкнулося їх, і вони пішли за благоволінням Аллаха. Аллах – володар великої ласки. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Дорогі брати, дорогі сестри, дорогі віряни. І так, ми з вами навчилися сьогодні найважливішому уроку Курбана. Це покірність Аллаху. Істислям лілля, інқіят лілля. Afsus но, к сожалению, bugün de bugün bütün dünya zulüm altında, cenk altında. Но, к сожалению, к великому сожалению, если мы сейчас оглянемся на весь мир, посмотрим, весь мир, он погряз в несправедливости. Кровь проливается везде, в том числе и в той стране, в которой мы проживаем. Война продолжается. Хотя Курбан и история Курбана, то есть в первую очередь, чему нас учит? Она учит нас тому, что жизнь человека необходимо уберечь, сохранить. Аллах Субхану ва Тааля сказал, ты прошел через испытание, о Ибрагим, оставь, зарежь животное. А все мы по большому счету, все мы люди, мы друг другу братья, братья человечества. Все мы от одного отца и от одной матери. Все мы от Нуха, алейхиссалям. В дальнейшем. Курбан нас этому учит. Это я к чему? Я к тому, что ту несправедливость и то пролитие крови, которое сейчас продолжается, невозможно будет остановить, поверьте мне, до тех пор, пока человечество не вернется к нему. Пока не будет этого возвращения на глобальном масштабном уровне. Инаба илля, лилля, пока этого не будет, это не остановится. И словно мы живем в преддверии судного дня, когда пророк ﷺ говорил, вся земля наполнится несправедливостью, Аллах Субхану ва Тааля направит справедливого правителя, который установит справедливость. Кетерген аятlerden, кетерген metinlerden, кетерген hadislerden, örneklerden biz öğrendik ki Kurban tarihinden, Kurban hikayesinden en mühim olan şey el-istislamu lillah, el-qiyadu lillah. Allah'a istislam olmak, teslim olmak. Nasıl Allah Subhanahu Teala öz kitabında buyura ki ve ayta ki ya eyyühellezine amanu, ey iman etkenler, udhulu fis-silmi kaffa, barışka, silm barış, прямой перевод, барышка. Хотя силим это однокоренное слово, бір тамырдан келе, ислам.
Кырыныз, тобто покоритесь Аллаху. О, те, которые уверовали, покоритесь Аллаху, полностью войдите в религию ислам. Это как бы глубина, этимология слова такова, но смысл таков. Покоритесь Аллаху. Кяффа, полностью, біля табаїд. Не виборочно. Цього хочу, те не хочу. Це буду робити, те не буду робити. Повністю покоритесь. وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Ve şeytan adımlarını tekrar etmez. Şeytan yolundan gitmeniz. И не идите вслед за сатаной. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ. O sizge muhakkak bir düşmandır. Таким чином, дорогие браты и сестры, веряны, Allah'a subhanahu teala teslim olalım. Er ya da genç, Allah subhanahu teala bütün belalarını yok eder. Yolumuzu açar, yolumuzu gösterir, vatanımızda azat eder, vatanımıza da kaytarır, devletimiz de gayrından tiklerik inşallah. Mühim olan fi'lül ma'mur, terkul mahdur ve sabri alel makdur. Mühim olan Allah'a subhanahu teala teslim olmak, istislam etmek. Onun emirlerini yerine getirip, onun yasaklarına uzak tutmak, terk etmek ve onun takdirini kabul etmek, sabır etmek. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. Şimdi ise birbirimizni tebrik edelim. Зараз ми можемо привітати один одного. Allah subhanahu teala bütün kurbanlarımızı inşallah kabul makbul eylesin. Bütün yapılan ibadetlerimizi kabul makbul eylesin. Пусть Allah subhanahu teala прийме все наше поклоніння, всі дні, наші курбани, ті, хто намірився вчинити курбан, зарізати курбан, inşallah. Kurban bayramınız hayırlı ve mübarek olsun hepimize.